особо не придал изначально. Я температуру, да и я не замерял. Отдышьел, духое. Это не первый год у меня. А вы так, это яхан, проверьте. Для интереса попросились. Они там сказали, там, 35 поражений, понятно, да. Мурат Мейриев относился к категории скептиков, которые отказывались всерьез воспринимать угрозу заражения новой коронавирусной инфекцией. Меры профилактики не соблюдал. Год болезнь обходила его стороной, но потом все же заразился. Состояние было тяжелое, дело дошло до реанимации. Сейчас пациент оклемался, говорит, что повторно лечь на больничную койку не хочет, будет беречься. А вот Екатерина Баголова, напротив, весь период пандемии соблюдала антиковидные меры, носила маски, пользовалась антисептиком и держала социальную дистанцию. Инфекцию домой принесли дети. Несмотря на пожилой возраст, состояние стабильно, без угроз для жизни. Мне очень было плохо. Привезли меня сюда на скорой, но врачи хорошие, очень хорошие. Я не ожидала, что у нас вот такой может быть уход. Очень хорошие врачи, и я благодарю, всегда благодарна я, что они так хорошо за мной ухаживают. Я же старая уже. Хорошо, благодарю я их. Вот. И где бы я ни была, вот здесь лучше не было. Лучше я не видела. И в Москве я была. И в Сентуках вот 3 месяца, где 4 операции перенесла. В Сунжинской больнице количество зараженных коронавирусом значительно сократилось. Меньше стало и стационарных больных в красной зоне. Всего 20 человек. Один из них в реанимации и одна в родильном отделении. Те, кто находится внутри грязной зоны, буквально борются за свое выживание. Всего в районе зафиксировано более 1200 заболевших. Возможно, стало легче в том плане, что пациентов стало меньше, да? Мы немножко привыкли к той ситуации работать в таких условиях, в которых нам было непривычно работать в начале пандемии. Но тем не менее пациенты тяжелые есть, они также болеют, с ними также тяжело работать в плане эмоциональном, поэтому сказать прям совсем легко стало, не могу сказать. Велика вероятность и третьей волны. Об этом говорят в Министерстве здравоохранения. Врачи готовы к любым испытаниям. Третья волна возможна из-за несоблюдения санитарных норм. Вдобавок, многие переболевшие ковидом надеются на приобретенный иммунитет и совершенно пренебрегают осторожностью. Держать дистанцию. Ходить, могут у вас всегда хат. Поэтому дистанцию надо держать. Это лучше будешь. Здорово видишь. В борьбе с третьей волной может помочь вакцинация. По заявлениям специалистов, чтобы остановить угрозу, нужно выработать иммунную прослойку благодаря инъекции. Для этого необходимо привить четверть населения. В Сунжинской больнице вакцинация началась 21 декабря прошлого года. И за этот период удалось привить 3242 человека на первом этапе и 2032 на втором. Этого пока недостаточно. Ежедневно человек 200-100 у нас вакцинируется. В принципе, люди идут неплохо и так. А так, конечно, если больше пойдет население, будет лучше. Хотелось бы пожелать, чтобы население шло, призывать людей, чтобы они шли вакцинироваться, поскольку это наше здоровье. Перед началом инъекции врач-терапевт проводит несколько процедур. Проверяет состояние пациента, измеряет давление, температуру, слушает легкие, проверяет на наличие признаков простудных заболеваний. На случай анафилактического шока прививочный пункт оборудован специальными препаратами. Ампулы вакцины хранят в замороженном состоянии. Все предусмотрено для безопасного прививочного процесса. Инъекцию проводит только по согласию самого пациента. Сергей Щербинин, сотрудник МВД, решил тоже обезопасить себя и своих близких от короны. Я думаю, что вакцинироваться все-таки нужно, потому что по роду своей профессии я общаюсь с разными людьми, с большим количеством людей. У меня большая семья, 3 детей, поэтому если я могу их как-то защитить себя и своих детей от этой инфекции, то все-таки нужно принять все меры и пройти эту вакцинацию. У всех, кто прошел вакцинацию, должны выработаться антитела на следующие 2 года. Поддержав таким образом иммунитет, мы обезопасим себя, а значит окружающих. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24.